Я долго думал, о чем поговорить. Поскольку мы в преддверии 1 сентября, и поскольку это знание всегда, эта тема о знаниях, она всегда важна, решил посвятить еще один джума именно этой теме. Те примеры, которые я буду приводить, они некоторые адресованы детям, некоторые их родителям. И пусть каждый внимательно слушает и делает правильные выводы о том, насколько важно сегодня временем, потом и кровью, деньгами вкладываться в знания. Тогда не было сборников. Мы сейчас открываем сборники, вот они, да, на полках. Возьмите, читайте, наслаждайтесь, изучайте. Были бы только желающие. А это же не просто так появилось. Нет ничего лучшего после совершения обязательных обрядов поклонения, чем приобретение знаний. Братья и сестры, вы знаете, да, очень часто мы можем наблюдать, как наши дети, чтобы отфилонить, не пойти в школу, иногда даже реально заболевают. Психосоматика называется. Вот сегодня, в современное время. Из нежелания учиться. Температура может подняться. Понимаете, да? Каким были наши праведные предшественники? Наоборот было. Если у них не было возможности получить знания, они страдали болезнями. Об этом передается. Сегодня миром правят знания. Дорогие братья и сестры, на одной из предыдущих проповедей мы говорили о важности знаний. О том, насколько Аллах и Его посланник поощряют знания, о достоинствах знаний. Сегодня же я долго думал, о чем поговорить, поскольку мы в преддверии 1 сентября, и поскольку это знание всегда, эта тема о знаниях, она всегда важна, решил посвятить еще один джума именно этой теме. Но на примере живых историй из нашей великой уммы. К сожалению, мы сегодня живем прошлым, но благодаря знаниям и приобретением знаний, и повышением грамотности исламской уммы, образованности, иншаллах, мы будем жить настоящим и будущим. Итак, те примеры, которые я буду приводить, они некоторые адресованы детям, некоторые их родителям. И пусть каждый внимательно слушает и делает правильные выводы о том, насколько важно сегодня временем, потом и кровью, деньгами вкладываться в знания, чтобы стать той уммой, о которой засвидетельствовал Аллах, о которой засвидетельствовал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Дорогие братья и сестры, знания достаются, как я уже отметил, потом и кровью. Вот что пишет Муслим в своем сборнике «Ас-Сахих». Яхья ибн Абу Кафир сказал: когда тело в покое, невозможно приобрести знания. Когда тело в покое, невозможно приобрести знания. То есть, если ты вышел на путь знаний, если ты хочешь чему научиться, то жди, что? Усталость. Не жди покоя. Также некто сказал: тот, кто стремится к покою, оставит его покой. Величайший сподвижник Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук, известный также, различитель аль-Фарук, различитель добра и зла, да? Тот, который, если следовал одним путем, шайтан обходил вади и следовал другим путем. Так вот, со слов повелителя правоверных Умара ибн аль-Хаттаба, да будет ему передано: я и мой сосед из числа ансаров, Аус ибн Хаули аль-Ансари, были среди Бану Умайя ибн Заид. А эта местность одна из возвышенностей Медины, то есть гора. И мы по очереди спускались к посланнику Аллаха, саллаллаху салям. Один день он, один день я. А по возвращении я рассказывал ему обо всем, что случилось за день. То есть они приобретали таким образом знания и делились каждый друг с другом об откровении и другом. А коль уходил он, то поступал точно так же и он. То есть по очереди.
лишь бы не упустить ничего из знаний, из откровения, которое не спаслал посланнику Аллаха. Ибн Аббас, перила, чернила этой уммы. Ибн Аббас, да будет доволен им обоим Аллах, сказал: после смерти посланника Аллаха, саллаллаху, я как-то сказал мужчине из числа ансаров. Он был молодым сподвижником. Пойдем расспрашивать сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху, ведь поистине их сегодня много. Но тот ответил: удивляюсь тебе, я Ибн Аббас, ты думаешь, людям будет дело до тебя? Когда среди них есть сподвижники посланника Аллаха, мир ему, среди них есть самих же. То есть в чем ценность того, что ты предлагаешь сейчас? Тогда не было сборников. Мы сейчас открываем сборники, вот они, да, на полках. Возьмите, читайте, наслаждайтесь, изучайте. Были бы только желающие. А это же не просто так появилось. Посланник Аллаха, только его не стало, Ибн Аббас задумался над этим. Над тем, чтобы собирать их, собирать. Он предложил это одному из сподвижников. Тот сказал: зачем это? Я перестал далее он повествует, Ибн Аббас говорит: я перестал кому-либо предлагать идти со мной и сам принялся расспрашивать сподвижников посланника, мир ему. Если я узнавал о хадисе, переданном определенным человеком, то шел к его дверям, в то время как он прилег отдохнуть днем. Тут я ложился, подложив под голову свою рида, одежду, часть одежды верхнюю, а ветер надувал меня песок. А когда он выходил из дома, то, увидев меня, говорил: о сын дяди, посланник Аллаха, смущался. Это же был племянник посланника Аллаха, мир ему. Почему ты не отправил за мной? Я к тебе бы сам пришел. А я отвечал: нет, это я более обязан прийти к тебе. И после я спрашивал его о хадисе. Тот ансаровец, которому предложил Ибн Аббас, дожил до тех времен, когда увидел меня в окружении людей, задающих мне вопросы. То есть спустя некоторое время, всего лишь. Тут он сказал: этот юноша был разумнее меня. Имам Шафии, рахимахуллах, Шафии, да помилует его Аллах, сказал: я заучил Коран в 7 лет, а в 10 лет Эль-Муатта. Муатта – известнейшая книга имама Малика. Имам Малик самый считается, раньше появился, да, имам Малик, нежели Шафии. После того, как я завершил заучивание Корана, имам Шафии говорит: я стал посещать мечеть. Здесь я проводил время в кругу ученых, слушал, как они рассказывают хадисы, разбирают вопросы и все запоминал. Мать меня не могла обеспечить тем, на что бы я мог купить бумаги. Поэтому, если я видел заброшенную кость, то подбирал ее и писал на ней. А когда на ней не оставалось места, я забрасывал ее в наш старый кувшин. Он, имам Шафии, также сказал: у меня не было денег. Я учился в юные годы, поэтому я шел в диван, имеется в виду государственный орган, и просил там черновики, чтобы на обратной стороне писать. Эти все примеры, пусть это будут мелкие какие-то примеры, но они свидетельствуют о чем? О том рвении. И именно этот посыл я пытаюсь передать вам сегодня. О том рвении, которое проявляли дети и их родители в стремлении к знаниям. Имам Ахмад ибн Хамбаль, да помилует его Аллах, сказал: первым, с чьих уст я стал записывать хадисы, был Абу Юсуф. И также он сказал: бывало так, что я очень рано выходил из дому ради хадисов. А мать удерживала меня за одежду, покуда люди не пробудятся или покуда не наступит утро. Настолько он хотел знания. Ему не сиделось на месте. И также он сказал: если бы у меня было 50 дирхамов, то я бы отправился к Джариру ибн Абдель-Хамиду. Суфьян эс-Саури,
рахимахуллах, Абу Наим рассказывает, что Суфьян ат-Таури говорил: нет ничего лучшего после совершения обязательных обрядов поклонения, чем приобретение знаний. Он также говорил: мы не перестанем учиться до тех пор, пока будет кому нас учить. То есть этот процесс нескончаемый. Суфьян ат-Таури также сказал: когда во мне родилось желание учиться, я сказал: о Господь, поистине я должен что-то иметь на пропитание. И я увидел, что знания даются мне, поэтому я сказал себе: я полностью посвящу себя знаниям. Я попросил Аллаха о том, чтобы Он даровал мне достаток. Суфьян с рвением учился, и мать его решила полностью содержать его. Она сказала: проси знания, а я обеспечу тебя своим веретеном. Я буду работать днем и ночью, а ты учись. Мать сказала. Так ему удалось поучиться у многих шейхов, у всех, кто имел какие-либо знания. И он ни о чем не думал, кроме о знаниях, и стал величайшим ученым. Ибн Абу Хатим. Ад-Дахаби, имам Ад-Дахаби, да помилует его Аллах, сказал: Али ибн Ахмад аль-Хаваризми сказал, Ибн Абу Хатим сказал: мы провели в Египте 7 месяцев, ни разу не поев за это время супа. 7 месяцев. Жидкого вообще не ели. Весь день мы проводили в поиске шейхов и их посещений, а ночью переписывали и сличали. Однажды я вместе со своим другом отправился к шейху, но он оказался болен. После я увидел рыбу. Рыбу увидел. Она нам понравилась, и мы купили ее. Когда же мы вернулись домой, наступило время кружков других шейхов. И мы пошли на них. Рыба простояла 3 дня. И почти что протухла. В общем, мы так ее съели сырой, не пожарив. Потому что не было времени. Таким было их рвение к знаниям. Затем он сказал: знания не обрести, когда тело отдыхает. Другие примеры из жизни праведных предшественников. Аммар ибн Раджа сказал: я слышал, как Убайд ибн Яхья говорит: в течение 30 лет я ни разу ночью не ел своей рукой. Моя сестра кормила меня, я писал хадисы. Дауд ат-Таи сказал, поедая тюрю, говорил: тюрю — это блюдо такое, да? Пока проглатываешь тюрю и ешь хлеб, можно прочесть 50 аятов. В том же ключе говорил выдающийся имам Ибн Акиль, да помилует его Аллах. Он говорил: я сокращаю время принятия пищи настолько, насколько это возможно. Я даже предпочитаю вместо хлеба, который следует тщательно пережевывать, пожевать печенье и запить его водой, чтобы выиграть время для чтения или конспектирования чего-то полезного, что неведомо мне. Братья и сестры, вы знаете, да? Очень часто мы можем наблюдать, как наши дети, чтобы отфилонить, не пойти в школу, иногда даже реально заболевают. Психосоматика называется. Вот сегодня, в современное время. Из нежелания учиться. Температура может подняться. Понимаете, да? Каким были наши праведные предшественники? Наоборот было. Если у них не было возможности получить знания, они страдали болезнями. Об этом передается. Печаль и болезни из-за отсутствия получать знания. Вот чем они страдали. А чем мы сегодня страдаем? Чем наши дети страдают? Из-за нас же опять. Чем? Известно, что Шуаба упоминали о хадисе, которого он не знал, и он воскликнул: горе мне, ваилю, ли. Он также говорил: поистине бывает, что мне скажут про хадис, и выйдет, что я его не знаю, и тогда меня постигает болезнь. Я заболеваю. Бедность на пути знаний. Тот, кто желает знаний, так или иначе вкусит бедность. Вкусит так или иначе. Однажды Умар ибн Хафс аль-Ашкар сказал: как-то раз прошло несколько дней, и никто не видел Аль-Бухари. Величайший имам Аль-Бухари среди тех, кто записывал хадисы в Басре. Это показалось странным. Тогда мы принялись искать его и нашли в доме нагим.
Голым нашли. Оказалось, что он истратил все свои деньги, и он был без гроша. Тогда мы сбросились, собрали для него несколько дирхамов, купили одежду и одели его. И он тут же отправился с нами записывать хадисы. И таким образом появился величайший сборник Сахих аль-Бухари, которым мы все гордимся сегодня и читаем. Имам Малик, да помилует его Аллах, сказал: это дело, то есть знание, не постичь до тех пор, пока не вкусишь бедность. А Ибн Касим сказал: изучение хадисов довело Малика до такого состояния, что ему пришлось разбирать крышу своего дома и продавать доски. Крышу разбирал дома, продавал доски. Они, наши праведные предшественники, дорогие братья, рисковали жизнью на пути знаний. Что рассказывает Бакр ибн Хамдан аль-Мирвази? Я слышал, как Ибн Хараш говорил: ради этого, то есть ради изучения хадисов, я пил свою мочу 5 раз. Как, спросите вы? Это просто. Пустыни были, огромные расстояния надо было преодолевать, чтобы проверить иснад, увидеть того, кто передал. А не было воды, не было колодцев. И он это делал вынужденно, чтобы не умереть. Они проводили бессонные ночи на пути знаний. Как-то у одного из наших праведных предшественников спросили: как тебе удалось освоить науку? Он ответил: просиживая с лампой, тогда не было электричества, вплоть до самого утра. Если мы сегодня озадачены тем, как будет освещение, чтобы было все на высочайшем уровне, тогда не было электричества даже. А другой ответил так: благодаря поездкам, бессонным ночам и просыпанию вместе с утренней зарей. Известно, что шейх Абу Али оголял спину в холодную ночь, чтобы прогнать тем самым сонливость. Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шибани, да помилует его Аллах, проводил бессонные ночи. У него всегда рядом была вода, которую он бодрил меня. Это ученик Абу Ханифы, а тот учился у него. Он попросился к нему в ученики, тот его взял. Он говорил при этом: поистине сон – это жар, который необходимо снимать холодной водой. Эль-Любад упоминает, что Мухаммад ибн совершал 30 лет, в течение 30 лет совершал утреннюю молитву при омовении, которую еще принял для иша намаза. То есть всю ночь занимался знаниями. 15 лет в учебе, еще 15 поклонений. Ар-Раби' приводит следующие слова Фатимы, дочери Шафии, рахимахуллах. Она сказала: я зажигала отцу лампу за ночь 70 раз. А вот что пишет Аль-Хафиз ибн Кафир. Бывало так, что Аль-Бухари, имам Аль-Бухари, рахимахуллах, просыпался ночью, зажигал лампу, записывал полезную мысль, пришедшую ему в голову. Затем он гасил лампу. И так повторялось чуть ли не 20 раз. То есть он спал и только думал о знаниях. Жил этим. Ради знаний праведные предшественники жертвовали даже любимыми. Ибн аль-Касим также сказал: я пробыл у дверей Малика 17 лет. 17 лет, в течение которых я ничего не продал и не купил. Однажды, когда я был у него, пришли паломники-египтяне. Среди них оказался юноша, окутанный в одеяние, вошел к нам, поприветствовал Малика и спросил. Парень пришел и спросил: есть ли среди вас Ибн аль-Касим? Показали на меня. И тут он стал целовать мои глаза. Парень, первый раз, который видел Ибн аль-Касим, он не знал кто. Начал целовать его и нюхать. Целовать и нюхать. Ибн аль-Касим почувствовал запах тоже родной.
этот парень оказался его сыном. А история заключается в том, что Ибн аль-Касим оставил дома жену беременной. Он жил далеко от Малика. А она была дочерью у дяди по отцу. Перед уездом он оставил выбор за ней. То есть, хочешь, я дам тебе развод, потому что я решил выйти в путь знаний. И я буду далеко. Хочешь, оставайся моей женой. И она осталась его женой, родился сын, и он нашел отца. Вот такие дивные истории. Дорогие братья, в день Джума есть такой момент, когда Аллах, такой час, когда Аллах принимает мольбы. Я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении, на Него уповаем и Его любим. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не наставит на этот путь. Кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного лишь единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Дорогие братья, я привел примеры из нашей истории. Один лишь всего пример из современной истории. Он приводится в известной книге «Сила воли». На данный момент запрещенная книга в РФ. Настоятельно рекомендую прочитать ее. Возможно, она изменит вас во многом. Этот пример не касается исламской уммы, касается японцев, Японии. Значит, Япония, она была в застое. В застое была определенно. Да? И чтобы прорваться, тогда Европа уже процветала. Был изобретен двигатель внутреннего сгорания и тому подобное. Они отправляли что? Студентов учиться в Европу. И вот они отправили одного из студентов. Об этом рассказывает Осахер, один из японских студентов. Он был отправлен по государственной программе в Германию. И что он говорит? Если бы я следовал советам своего учителя из Германии, у которого учился в Гамбургском университете, то я бы ничего не добился. Моя страна отправила меня для того, чтобы я изучил теоретические основы механики. Я мечтал научиться тому, как изобрести маленький двигатель. Я знал, что в любой отрасли производства есть основная единица, так называемая модель, на базе которой строится в принципе все производство. И если я узнаю, это его мысли, это его цитата, если я узнаю, как ее произвести, то овладею секретом производства в целом. Что было? Учителя вместо того, чтобы отправить меня на фабрику или на какую-нибудь практику, давали мне книжки, чтобы я их прочел. Я их проштудировал. Он всех изучил. Познал все основы механики. Однако двигатель любой мощности мне казался неразгаданной загадкой. Теория есть теория, практика дело вещь иная. Однажды я решил посетить выставку двигателей итальянского производства. Это было в начале месяца. И у меня была как раз стипендия. Студент, стипендия. На выставке я нашел двигатель мощностью в 2 лошадиные силы, стоимость которого равнялась размеру моей стипендии. Я вытащил все свои деньги, заплатил, забрал двигатель. Он был очень тяжелый. Я пришел в свою комнату, положил его на стол и стал смотреть на свою покупку, как на драгоценную корону. Я сказал себе, вот она тайна европейской силы. Если я смогу изобрести двигатель, подобный этому, то я изменю историю Японии. Он поставился целью. И он начал его разбирать. Он его разобрал и собрал. Но это дело этим не закончилось. Понимаете, да? Потом его духовный наставник, лидер, ментор сказал, тебе надо научиться, как лить металл. И он пошел на другую фабрику обычным работником. То есть он ему сказал, теперь ты должен заняться изобретением деталей, затем собрать двигатель. Чтобы осуществить это, я устроился в литейный завод, где отливали сталь, медь и алюминий. Вместо того, чтобы писать докторскую, на сегодняшний день надо тоже отдать должное. Наша наука превратилась в наукообразие. Надо отдать должное. И это как раз пример об этом. Хотя
из истории уже, да? Я незаметно стоял рядом со специалистом по литью металла. Я выполнял все его указания, словно он великий господин. Вы понимаете, кто такие японцы, да? Хотя он был из 7 самураев, как он говорит. То есть он считал себя высокой кастой там. Я даже прислуживал ему, когда мы садились перекусить, хотя я сам был из 7 самураев. Но на самом деле я служил Японии и ради блага японской нации. Вот как он размышлял. Эта учеба и практикум заняли у меня 8 лет, в течение которых я работал от 10 до 15 часов в день. После рабочего дня я также становился на вахту и ночью на природе повторял правила производства. Об этом узнал Микадо, правитель Японии, об этом юноше. Поддержал его деньгами. История очень вкратце. Этот парень заканчивает университет, возвращается с двигателем в Японию. Микадо просит аудиенции у этого парня. Но этот парень говорит: я недостоин, пока не открою фабрику, японскую фабрику по изготовлению двигателя внутреннего сгорания, я не приду на прием правителя. Потому что они обожествляли своих правителей, это отдельная история. И он действительно через 9 лет открывает первый японский завод. И сегодня мы видим, кто такой, что это за страна Япония, да, в том, что касается производства двигателей и так далее. Дорогие братья, что я хотел сказать? На какую мысль хотел навести вас? Сегодня миром правят знания. Если мы хотим добиться высоких целей, то путь к этой цели лежит через знания. И все эти примеры именно на это указывают.